Я хотела озеленять наш город, поступать технологически. Но вот так волей судьбы все повернулось. И я ничуть никогда не пожалела ни на одну минуту в том, что профессия, во-первых, дает мне возможность преодолеть то, и по сей день, преодолеть то, что иногда казалось бы не по силам. Хочется плакать, а ты должен смеяться. И никому нет дела до того, в каком ты состоянии. Но именно эти 3 часа сценического времени дают возможность тебе, не зря говорят, сцена исцеляет, ты выздоравливаешь. Ты пришел с температурой, но на сцене, побывав 3 часа, скажем, ты уходишь здоровым. Чудо! Стояла я і слухала вясну. Яна мне дуже шмат чаго казала. Спявала песню звонкую одну і зноў на вуха штосьці мне шаптала. Яна адно спявала про любоў, про маладосць, надзеі, мары, думкі. Яна мне паўтарала зноў і зноў усё, што і раней спявалі мне лятункі. Ей было 12, когда ее взяли на главную роль в фильме «Зимородок» режиссера Вячеслава Никифорова. Через год она снялась в картине другого белорусского режиссера Александра Чикменева «Веселый калейдоскоп», а потом на Мосфильме у Михаила Юзовского. Казалось бы, профессия сама выбрала ее. Более 30 лет Ирина Нарбекова служит в театре-студии киноактера, удостоена звания заслуженной артистки Республики Беларусь, ведет активную общественную деятельность и много снимается в кино. Но был в ее жизни период, когда она едва не ушла со сцены. Моя Света психолог. Да, она по внешнему облику может определить характер человека. Я шустрик. У меня энергия кипит, бурлит, но при этом я люблю очень зоны молчания и уединения, когда уезжаю на свою любимую дачу. Или могу часами ходить по лесу, собирать грибы, ягоды. При всей вот своей какой-то такой неутомимости и неудержимости я стараюсь набираться терпения в этой жизни. Это крайне необходимо. Но если тебе дал Господь такой темперамент, это же не значит, что все должны быть такими. Иногда это мешает, а иногда очень помогает. Я страдала очень и в кинематографе, и в театре. Возможно, что моя внешность иногда не соответствовала тем ролям, которые мне предлагали режиссеры. Распознать суть человека, вытащить из него то, что внешне как бы незаметно, это великий дар. Если не ошибаюсь, Люба? Да. Так вот, никакой прописки вы не получите. Николай после развода оставляет квартиру моей дочери. Так что нечего сюда ходить. Простите, я вас не понимаю. Да прекрасно вы понимаете. Московскую прописочку захотелось опять, да? Не сидится в деревне. Да как вам только не стыдно. Мало того, что мужа увели, так еще на квартиру метите. Уходите. В одном из спектаклей есть шикарная фраза «Есть чем вспомнить». А у меня есть что вспомнить, потому что на самом деле с этими местами, с этим пятачком связано столько историй. У нас был свой штаб, у нас был сигнал, когда там по свисту мы собирались, устраивали какие-то игры в казаков-разбойников. Помню, мы с подругой мечтали быть или стюардессами, или артистками. И, кстати, когда фильм «Зимородок» набирали группу ребят для кинопробы, она услышала по радио объявление, а я как-то особого энтузиазма и не проявила. Но за компанию, как говорится, пошла. Ну вот так, как пошла, так и осталась. Пойдем, постреляем. А деньги? Василек, у тебя есть деньги? Что ты боишься? Стрельнули бы разок! У меня деньги рыбные! Мы снимали много сцен в классе. А в классе это значит ребята, друзья. Это было все как такая легкая игра. Мы не воспринимали это
вот, надо сосредоточиться. Хотя был такой момент, когда я должна была заплакать. И, как мы называли второго режиссера, дядя Саша Чекменев, натер руки луком и все время подходил мне, что-то трогал мои глаза. И меня это ужасно возмущало. Я говорю, дядя Саша, что это от вас так луком пахнет? И он говорит, Лилия Викторовна, со мной мама была как сопровождающая, зачем вы Ирине сказали? Я говорю, а что надо-то, что надо, объясните мне. Ты в этой сцене должна так торжественно, серьезно, сказала, заплакать. Я говорю, да я и так заплачу. И плакала так долго, что меня потом остановить не могли. На самом деле был такой момент. Ты что? Кто тебя обидел? Мать. Что она тебе сказала? Она меня домой не пускает. Жди меня здесь. Куда ты? Не надо! Ирина не знала, что после съемок у нее будет реальный повод плакать от обиды и разочарования. Лучшая подруга предала ее. Во всяком случае, именно так Ирина восприняла новую дружбу девочки. Присущий юности максимализм сразу разделил все на черное и белое, и смириться с разочарованием было непросто. Я никогда не забуду, когда сидела возле подъезда, а у нас жил сосед, у него был такой потрясающий кобель, Браун называли, шотландской коли. И он бросился ко мне и стал меня облизывать, видя, что я сижу и плачу. И вышла моя мама, и меня стала утешать. Говорит, ты знаешь, ты сильная, ты хорошая девчонка, озорная, у тебя еще будут подруги. А может быть, вот этой девочке как раз-таки нужен был друг? Я, наверное, тогда по своему внутреннему максимализму думала, что это предательство. Я очень переживала. А потом ты понимаешь, что все тебе дается для чего-то. Вот когда ты это понял для чего-то, значит, умей расшифровать, распознать. Это уже твоя работа. И над собой, и в том, что происходит вокруг себя. Но вот это мой дом. С 69-го года я в нем жила, мне было 10 лет. На фоне этих маленьких домиков он казался громилой. Причем архитектор этого дома – отец моей одноклассницы. И здесь, конечно, вот эти маленькие домишки, которые были, хлебозавод, всегда так пахло хлебом вкусно, домашним, свежий хлеб. Так и остался вот этот магазинчик. Ну а дальше епархия. На этом месте стоял такой частный дом, где жила моя одноклассница Лена Панкова. И вот когда дом снесли, на этом месте стали строить епархию. Кто бы мог подумать, что спустя долгие годы по благословению митрополита Филарета я буду преподавать на богословском факультете технику речи. Это одна из моих таких очень теплых, очень дорогих страниц в биографии. Вообще цифра 5 у меня любимая была всегда. Не потому, что я была так хорошистка, хотя училась я очень хорошо, но вот по иронии судьбы, второй подъезд, 5-й этаж, квартира 57, пятерочка. Вот мне нравилась эта пятерочка. У меня с ней столько всяких было совпадений в жизни, наверное. А вот это наша знаменитая, легендарная 26-я школа. В этом году ей исполнилось 100 лет. Перекочевала она уже в другое помещение. Это художественный колледж. Главное, что я почерпнула в жизни, конечно, из семьи и из школы. У нас были потрясающие учителя. Даже самых нерадивых учеников могли приучить ходить в библиотеку, брать книги, читать их. Ту базу и знаний, и школу жизни, которую давали нам учителя, она осталась сердцем. Очень благодарна нашим учителям. Они были классные, как сейчас говорит молодежь на самом деле. В театральном институте Ирина Нарбекова училась на курсе народной артистки БССР Зинаиды Броварской. Выпускница ГИТИСа, ученица Тарханова, Плотникова, Телешова, передавала ученикам классическую школу актерского мастерства и помогала актрисе осознать свое творческое амплуа.
И Зинаида Ивановна однажды ко мне подошла и говорит: я чувствую, что у тебя есть что-то гундаревское. Тяни свое нутро. Ну вот как буквально понять, когда ты пребываешь в состоянии счастья, влюбленности, какое нутро тяни, куда тяни, откуда? Поскольку я была дерзкая девочка, я поехала в Москву. И как раз в театре Маяковского состоялась премьера «Леди Макбет» Мценского уезда. И я впервые увидела Гундареву на сцене. Когда я прочувствовала мощь этой женщины, ее переживания, ее любовь, ее радость, ее слабость, ее силу, я поняла, что имела в виду Зинаида Ивановна. Андрей, я твоя мать. Хочу знать, что происходит. Позвонила, нажаловалась. Не жалеешь свою жену, свою дочь? Ну, меня хоть пожалей. Мам, нажалелся уже, по самое не хочу. Давай ты уже меня пожалеешь, хоть раз в жизни. А ты хоть понимаешь, что ты поступаешь как негодяй? Негодяй. Ты куда собрался? Ты куда собрался? К этой, к своей? Мама, не к ней, а от тебя. От твоих постоянных истерик. Ты должен, ты обязан, это нужно для семьи, мама. А то, что мне нужно, это никого не интересует. Я живой человек. И я хочу свою жизнь прожить, свою. Все, и я Катю не оставлю. Оставь меня в покое. Что ты такое говоришь? Все, пока. Мне не хочется повторяться из картины в картину в каких-то определенных ролях. То я очень интеллигентная такая вся, помяркованная, то я такая уже стервоза, что даже однажды дочка мне сделала замечание, говорит: мама, ты как-то в последнее время такие отрицательные роли играешь, ты же в жизни не так. Я говорю: очень хорошо, значит, я хорошо сыграла эту роль. А я разная. Роль для того и роль, что ты играешь не себя, а если себя, все зависит от того, как ты можешь замаскироваться, чтобы не знали даже, какой ты на самом деле. Тоже мне еще страдалица нашлась. Боже, какое несчастье! Жить с любимым мужем, да? Да как же тебе не стыдно? Он же самый лучший, он любит тебя, он самый хороший, самый красивый, он от Бога прекрасный врач, а ты, что ты делаешь с ним? Прошу вас, не надо, пожалуйста. Ну, ответь ты мне, пожалуйста. Зачем ты выходила за него замуж? На что ты надеялась? Видит Бог, я до сих пор надеюсь. А ты не надейся. Ты не надейся. Ты поезжай к этому, к своему. Как его там? Как это твой возлюбленный? Сергей, да? Не надо, я прошу вас. Был в жизни Ирины Нарбековой момент, когда она всерьез задумалась об уходе из профессии. На съемках телевизионной программы встретилась с писателем Борисом Ганаго. Он и заговорил с начинающей актрисой о вере, а через год она была крещена, и Борис Александрович стал ее крестным. Тогда и встал перед ней вопрос, допустимо ли для христианки лицедейство. Я ездила в Жировический монастырь к архимандриду Митрофану, который мне очень коротко и ясно дал понять, человек, прошедший войну, знающий эту жизнь: деточка, вот если ты созидаешь, тебе Господь дал эту профессию, главное, не разрушай души других людей. Вот чем можешь, тем и занимайся. И благословил меня. И тогда начался совершенно другая точка отсчета в моей жизни, потому что я пришла на радио, познакомилась с Людмилой Сергеевной Митакович. Мы некоторое время с Андреем Душечкиным вели программу «Путь к истине». Я стала читать духовную литературу, образовываться. И буквально год спустя, будучи комсоргом, я поехала в Логойск и покрестилась. Вы знаете, многие говорили, что там сначала вы в комсомол, потом вы в партию, а теперь вы все такие набожные. Я просто почувствовала какой-то отклик в своей душе. И я пошла на этот зов. Я поняла, что это что-то настоящее и одно из главных в моей жизни. Так оно и случилось. Что-то было предопределено в моей жизни. Выросла на Немиге, и кафедральный собор, проходя мимо, я всегда слышала песнопение. И меня так это завораживало, я всегда тихенько заходила, но я не знала, что такое перекреститься. У нас семья была атеистическая, к сожалению. Ничего я о церкви не знала. Оказывается, наверху это пели оперные певцы, они там иногда, да, на литургии служили, и поэтому это придавало еще какую-то торжественность и какое-то непонятное чувство, которое во мне пробуждалось. Ирина Александровна, встаньте, пожалуйста.
Не стану. Не стану, пока не простишь. Ирина Александровна, ну за что же мне вас прощать? Пожалуйста, встаньте, иначе я сама сейчас встану на колени. Вы ни в чем передо мной не виноваты. Вы все делали для счастья своего сына. Ну. Прости меня, прости. Все хорошо. Когда моя дочка еще была маленькая совсем, и я случайно попала в детский дом, мы там выступали, или вот в спецшколы, я увидела этих деток, я поняла только одно, как важно, что бы ни случилось с человеком, чтобы рядом оказалась добрая душа, которая не пройдет мимо, а протянет руку помощи этим деткам. Не только накормить, обуть, но и сказать доброе слово, привить вкус к красивому, к искусству. И мы собрали группу актеров, выступали, пели, рассказывали стихи. Должна быть все время какая-то взаимосвязь ребенка и взрослых людей, чтобы они не чувствовали себя брошенными и покинутыми. Это, конечно, было очень скорбное такое потрясение первоначальное, и я даже специально иногда брала дочку, чтобы она видела со стороны, как бывает. Поэтому, наверное, она и выросла у меня неравнодушной. Недавно был фильм, где я играла врача, такую сволочную женщину, но даже, говорят, в самом закоренелом мерзавце нужно найти обратную сторону медали. Я должна была там ругнуться, сказать такое литературное слово. Есть оно у Сергея Есенина. «Утром 7 ощенила», понимаете. Я говорю, простите, я не ханжа, но можно я заменю это слово чем-то или как-то? Я не могу его произносить. То если это увидят мои или студенты, или выпускники богословского факультета на экране, я себя буду чувствовать очень плохо, я себе этого не прощу. Режиссер пошел мне навстречу, и вы знаете, даже я говорю, а можно я в этом кадре вот перенесу немножко, вы можете это потом вырезать, но я просто сделаю души то, что я почувствовала сейчас. Он говорит, да, конечно. Он оставил это. Я просто перекрестилась. Когда говорил «на аборт», я отсылала женщину. Мне хотелось не однобоко в этом образе показать женщину, которая, понимая, что она заложник того времени, скажем, 40-х, 30-х годов, в ней есть что-то человеческое. Я иногда думаю, почему бы мне не промолчать где-то, почему не пройти мимо? Наверное, потому что таким был мой папа. Он воспринимал эту жизнь как дар Божий, как действительно подарок судьбы, как радость необыкновенную. Может быть, его проявления в жизни какие-то, как чудачества, передались и мне. У него всегда в кармане были конфеты. Если он встретит ребенка, который плачет, он мог подойти к нему запросто, утешить, угостить этой конфетой, сказать каких-то пару добрых слов. Это у него было в природе. И мне какие-то проявления моей личности мешали жить и мешают до сих пор, потому что не все готовы принять твою искренность за чистую монету. Ты чувствуешь иногда подтекст, а что ты от меня хочешь? А мне повезло больше, чем другим, что чувство зависти у меня отсутствует напрочь. Это спасибо родителям. Я могу только порадоваться или огорчиться, но на самом деле со всей своей душой я поддержу человека в этом смысле, в радости или беде. Это по-другому быть просто не может. Пирожок быстренько взяли. Шурочка, за свою любовь бороться нужно. Да, мужики созревают годам к 30, а до этого времени у них сквозной ветер в голове. Я не понимаю. Да что тут понимать? Действовать надо. Бывают такие моменты, особенно в 90-е годы, когда хлынул такой поток всякой, ну, даже страшно называть этого слова, черного такого, мрачного кино, но были колоссальные средства на это выпущены. Мы отказывались актерам, мы не снимались в таком, и мы выстояли, сидели на дубляже. Все эти испанские, аргентинские сериалы, когда мы одновременно звучали 5 героинь, это такие навыки, я вам хочу сказать, потрясающие. Мы помним, был такой случай, пригласили в какой-то веке на звучание мультфильма «Декамерон». И стою со своим партнером Александром Тимошкиным,
А там сцена поцелуя, такое смакование потрясающее. Я смотрю, естественно, на экран и вдруг чувствую какие-то движения странные. Саша для того, чтобы изобразить поцелуй, обцеловывал свою ладошку. Я как раз хохоталась. Ну вот понимаете, интересно иногда еще видеть не жизнь на экране, а то, что происходит за экраном. Это тоже отдельная статья. Мы то поколение, которое свято относились к театру. Мы никогда не могли позволить опоздать, там, небрежно свою роль выучить. Мы очень старались. У нас были хорошие учителя и хорошие примеры. Мы бегали в театр, а уж в Москву, когда была возможность. Если что-то не понравилось в одном театре, мы смотрели первый акт в первом, потом перебегали в другой, предположим, рядом они находились театры. Мы обогащали себя, без этого невозможно. То есть это постоянная работа над собой, в любом. Либо ты посмотрел какой-то фильм, он тебя задел за живое, и это дало такой импульс и толчок к какому-то поиску новой грани роли. Вот, кстати говоря, некоторые спектакли у нас идут очень долго. Но вот проходит месяц, отпуск, ты соскучился по театру, по спектаклю, и ты его начинаешь играть и понимаешь, что ты что-то понаблюдал, ты что-то привнес. То есть ты не статист, который каждый раз говорит один и тот же текст, но по-разному. Вот когда это не притупляется, и ты находишь вот такое еще счастье и азарт, каждый раз какую-то грань новую открыть и в себе, и в спектакле. Вот это счастье искусства, я считаю. Здравствуйте, ребят. А через сколько сцена будет готова уже приблизительно? Отлично, спасибо. Ну, девочкам, конечно, с костюмами спускаться, а есть длинные платья исторические, они тяжелые. Вот это платье из спектакля «Хто смеется опошнім». Я играю жонку Харлахвацкага. Спектакль на белорусской мове по пьесе Кондрата Крапивы получил национальную премию. Прекрасный спектакль. И, кстати говоря, где-то здесь я узрела, ага, вот, мое платье «Миссис Пирс». Я играю экономку в спектакле «Пигмалион» Бернарда Шоу. Это домашний мой наряд. Когда Мари заболевает, мы с папой приходим и утешаем ее. Спектакль «Щелкунчик». Ручная работа, кстати говоря. Маменька, подождите. А вот это дело не Маменька, шуточное. подождите. Да погоди ты. Вот тут нужно держать ухо востро. Маменька, не отвлекайте меня. Подожди ты, Егор. Как бы мы не скрывали наше сватовство, а все-таки узнает. Мы вместе с Тамарой Трофимовной получали звание заслуженной артистки Республики Беларусь. Вы знаете, такой был знаковый день, очень волнительный. Мы фактически с 1 года в театре, с 82-го. Знаете, актеры многие переписывают свою роль от руки. Во-первых, как-то оседает текст быстрее, но поскольку это для меня достаточно новый спектакль «Похищение Елены», я нет-нет и перед началом спектакля обязательно просматриваю текст, потому что актеры его уже играют достаточно давно, а мало ли я не вовремя скажу реплику или вообще ее забуду, поэтому это уже обязательное условие. Перед началом спектакля я всегда просматриваю текст обязательно. Но у нас такие партнеры великолепные, что если что-то не так, они всегда не утопят, а помогут, подскажут, даже за тебя скажут что-нибудь. Честно говоря, мне задавали даже вопросы иногда гримеры. Ну что там, не собираешься что-нибудь делать? И я тоже вспоминаю свою любимую Ани Жирарду. Мне мои морщины дались мне не так просто, легко, чтобы от них так избавиться. Зачем? Не хочу. Я стараюсь соответствовать своему возрасту. А папа мой всегда говорил, некрасивых людей в жизни нету. Каждый человек красив по-своему. Просто нужно уметь действительно себя преподнести так в своем естестве, чтобы ты был такой, какой ты есть на самом деле. Быть счастливым – это значит быть в ладах с сегодняшним днем, принимать жизнь такой, какая она есть. Понимание простых вещей делает каждое время года, как и каждую пору жизни, особенной и благодатной. Сама жизнь – божественный дар, который мы уже получили.
И талантлив человек, который умеет быть благодарным, а значит, счастливым. Мама, которой 82 года, она жива, слава Богу. Моя дочка – это самое мое большое достижение, она умница. Мои друзья, мое окружение, моя профессия, наконец-то, мой образ жизни. Я счастливый человек, на самом деле, я счастливый человек. Знаете, есть вещи, о которых, наверное, я не знаю, как надо говорить или не надо, но если я вижу счастье, и оно бескорыстное, вот оно мне дается. Как я не могу своим счастьем поделиться с кем-то другим?